Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сегодня мы будем говорить о национальной одежде и головных уборах казахского народа. Тема урока – ұлттық киім және бас киім. Педагог Исаинова Гульсум Уразовна. Ребята, не забывайте перед просмотром видеоурока делать разминку. Тогда вы сможете правильно произносить все слова по-казахски. Язычок поставим к окошечку и спрячем его за нижними зубками. Улыбнемся вместе с Барбоскиными. Губки в сушку превратим и тянем вперед. Губы в трубочку свернем и тянем вперед, произносим твердо. О. Подуем в трубу мягко. Зарычим, как медведи, твердо. Достаем рыбную косточку из горла. Полоскаем горлышко. Заплачем, как малыши. Подышим на снежинку, чтобы она растаяла. Ребята, давайте вспомним слова, которые мы изучали на прошлом уроке. Мынау шалбар, мынау көйлек, мынау жейде, мынау күртеше, мынау тон, мынау белдемше, мынау пима, мынау бәтеңке, мынау етік. Женский традиционный костюм включал закрытое платье свободного кроя. Сверху носили камзол. Платье шили из ситца, шелка и бархата. На картинке вы видите длинное платье. Длинный – озон. Давайте правильно скажем это слово. А для этого вспомним разминку. Какие волшебные звуки вы услышали? Губы в трубочку свернули и твердо произносим «О». И как мишки рычим «О». А теперь вместе скажем «Озон». Еще раз. Озон. Это длинное платье. Мынау озон көйлек. Давайте еще раз скажем. Мынау озон көйлек. А на этой картинке короткое платье. Короткий, қысқа. Волшебные звуки. Рыбную косточку из горла достаем. К. И рычим, как мишки. О. Теперь произнесите вместе со мной. Қысқа. Қысқа. Это короткое платье. Мынау қысқа көйлек. Давайте еще раз скажем. Мынау қысқа көйлек. Казахская мужская одежда состояла из рубахи, штанов, а сверху надевался чапан. Это халат с запахом спереди, украшенный национальным орнаментом. Чапан мог быть сшит из тонкой или толстой ткани, чаще всего однотонного или темного цвета. Парадный чапан был темно-синего или черного цветов и украшался золотой вышивкой. Такие парадные чапаны было принято дарить уважаемым людям и важным гостям. И эта традиция до сих пор очень популярна в Казахстане. Это чапан. Мынау шапан. Давайте повторим. Мынау шапан.
Саукеле – национальный свадебный головной убор девушки. Саукеле – самая красивая и дорогая часть свадебного костюма. Он представляет собой очень высокую конусообразную шапочку, на самый верх которой прикрепляли перо филина, а лобную часть украшали сапфирами, жемчугом, кораллами. Высокий конус головного убора расшивался серебром и золотом, с двух сторон свешивались драгоценные бусины, а к макушке прикреплялась белая кружевная вуаль. Стоимость саукеле очень высокая. В старину за него давали 100 и более лошадей. Саукеле носят в течение первого года замужества. В слове саукеле есть волшебный звук. Язычок к окошечку поставим и спрячем за нижними зубками. Теперь повторите за мной. Саукеле. Саукеле. Это саукеле. Манау саукеле. Повторим еще раз. Манау саукеле. Универсальным головным убором казахов можно считать тюбетейку. Ее носили и стар, и млад, мужчины, женщины и даже дети. Тюбетейку надевали непосредственно на голову, а поверх нее другие головные уборы. Шились они из совершенно различных материй: плотных хлопчатобумажных или мягких, дорогих, шелка, бархата, сукна. Для придания твердости тюбетейку прошивали частой строчкой или закладывали картон или плотную бумагу. Издавна тюбетейку украшала ручная вышивка национального орнамента. Тюбетейка – такия. Здесь мы слышим волшебный звук «х», как будто рыбную косточку достаем из горла. Попробуем вместе произнести. Такия. Такия. Это тюбетейка. Манау такия. Еще раз повторим. Манау такия. Мужские верхние головные уборы отличались разнообразием. Особой популярностью пользовалась войлочная шляпа-колпак. Это летняя легкая шляпа из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей и закругленной или остроконечной макушкой, которую обычно сшивали из двух совершенно одинаковых половин. Колпак, колпак. Опять слышим волшебный звук «к». Давайте вместе скажем колпак. Колпак. Это колпак. Манау колпак. Повторим еще раз. Манау колпак. Өте жақсы, балалар. Теперь повторим все слова еще раз. Манау ұзын көйлек. Манау қысқа көйлек. Манау шапан. Манау сәукеле. Манау тақия. Манау колпак. А на этом наше занятие подошло к концу. С вами была Гульсум Оразовна. Сау болыңдар, балалар!